Всем большой привет, друзья! Давно не виделись. Почти месяц. Да, почти месяц я проходил лечение в санатории в Челябинской области. И приехал вот только вчера вечером. И когда я находился в санатории, мне поступило предложение. Предложение поступило от Максима Зайцева. Это мой коллега по рыбалке, мой коллега по съемкам. В общем, коллега везде и всюду. У него также есть канал на ютубе. Он называется Fishing Карелия. Вот. Максим Зайцев. В общем, он предложил мне взять интервью. То есть он задает вопросы, я на них отвечаю. И он потом у себя покажет на канале мои ответы на его вопросы. Ну, в принципе, прочитал я вопросы и подумал, а почему бы нет? Правда, возможности технической не было в санатории снять данное видео. И сказал, все, оставим до тех пор, пока я не приеду домой. Вот теперь я дома и вполне могу ответить на вопросы Максима. Думаю, моему зрителю эти вопросы также будут интересны. А еще интереснее будут ответы на эти вопросы. Так что, поехали. Первый вопрос. Когда и как началась ваша любовь к рыбалке? Ну, можно сказать, моя любовь к рыбалке началась с раннего детства. Если быть точнее, как я себя помню, мне было годика 4. Старший брат брал меня с собой на рыбалку уже в то время, давал мне удочку. Не помню с какого дерева, но это была не телескопичка, это было просто то ли сосны, то ли ивовое удилище, короткую удочку. И мы ловили мелочь ёршиков, голянчиков этих речных. То бывало попадали окушки, и почему-то вот мне это запомнилось. Костер возле речки, с ночевкой он брал, летние ночи короткие, но мне это очень и очень нравилось тогда. И просто, можно так сказать, с 4 лет я уже больной рыбалкой. Вот с тех пор, можно так сказать, и началась моя любовь к рыбалке. Второе. Какие виды рыбы вы обычно ловите? Ну, тут все зависит от времени года. Летом, конечно же, это у нас окунь, хариус. По весне по большой воде это у нас в основном язь, налимчики бывают, налимы. Зимой это, конечно же, у нас опять хариус на лесных речках, налим по первому льду. Осенью у нас тоже, как вы сами недавно видели на моих роликах, мы ловили налима крупного на продольнике, и щука попадалась нам. В общем, для каждого времени года своя рыба, своя рыбалка, скажем так. Третье. Какие техники ловли рыбы вы предпочитаете? Ну, это опять же у нас все зависит от времени года. Люблю спиннинг, да. На спиннинг у нас что? Окунь, щука, язь. Удочка поплавковая, да, с детства у меня самая любимая снасть была. Но потом, когда я освоил спиннинг уже, не сразу это у меня спиннинг был спиннингами, а где-то, наверное, по большому счету, может быть, лет 25 только еще ловлю. Раньше у меня даже спиннинга не было, и в детстве мы на спиннинг рыбу не ловили. Так что на данный момент у меня все-таки самая любимая спиннинг. Ну, естественно, это зимняя удочка на лесной речке Хариуса. Тоже мне вот эта оснастка нравится, техника. Так, четвертое. Как выбрать правильное снаряжение для рыбалки? Ну, я бы тут сказал, снаряжение, во-первых, брать надо, пусть будет больше, чем меньше. То есть брать надо с запасом.
взять все необходимое ну, не знаю, так я делаю, так это я. Всегда у меня рюкзак полный. То есть у меня, если я иду на рыбалку на Харрисе, то у меня есть 3-4 жерлицы. Если не кружки, то самодельные эти самоловки. То у меня есть блесна, потому что я не знаю, куда меня закинет путь дорожка, то что я иду за Харрисом, допустим, а могу нарваться на щуку и надо будет поставить. Так что снаряжение лучше брать с запасом. Правильное, это для каждой, правильное снаряжение. Для каждой рыбалки, для каждой рыбы надо свое снаряжение. Так что я беру его всегда с запасом для, скажем, различной рыбалки. Вот. Пятое. Какие места вы считаете наиболее удачными для рыбной ловли? Ну, здесь, места наиболее удачными. Опять же, для каждой рыбы свои места. Для хариуса это перекат. Для лесной речки можно, так сказать, выход с ямы или наоборот, перед ямой бывает он собирается. С широкого места на узкое бывает собирается, или наоборот, с узкого на широкое. Зимой, допустим, хариус может держаться на плесе, летом более предпочитает перекат. Но это надо наблюдать, то есть всегда по-разному, скажем так. Если на водоем вы приходите первый, второй, 10, 15 раз, у вас будут любимые места, где снова и снова захочется пробудить лунку. И если это летом закинуть удочку, спиннинг, сразу этого на незнакомом водоеме не получится, если нет с собой проводника или того человека, который был уже на этом водоеме. Все познается со временем. Так, шестое. Какие основные советы вы можете дать начинающим рыболовам? Ну, здесь советовать можно много чего, но я бы в первую очередь посоветовал терпение. Потому что сразу, вот чтобы ты пришел и сразу начала ловиться рыба, бывает очень-очень редко. Обычно надо постоять и час, и два, и ничего не поймать, а потом подойдет стайка или там методом поиска ты найдешь эту стаю и нормально так половишь. Основной совет это терпение, конечно, терпение. Не зря же говорят такая пословица, что без труда не вынуть рыбку из пруда. Только терпение. Остальное все приходит с опытом. Вот это основной совет. Седьмое. Какие наиболее интересные истории или приключения вы пережили во время рыбалки? Но этих историй очень, конечно же, и очень много. Если начнем сейчас пересказывать, это будет и час, и два, и три. Но, мне кажется, самые яркие впечатления, это, конечно же, впечатления детские. Вот, допустим, когда мне было 8 лет, на озере я поймал окуня рекордного на тот момент, и который до сих пор я не смог побить. Это где-то кило 200 или кило 120, но за килограмм это было точно. Хороший окуняра. Попался, помню, как сейчас поплавочная удочка, леска 0,5, здоровенный крючок, я туда нацепил голяна речного и закинул удочку. С братом пошли в стог спать, отдыхать возле костра. Как сейчас помню, ели мы консервы местные там возле костра. И перед тем, как лечь спать в стог, мы пошли проверили эту удочку. И у брата была небольшая щучка на удилище, у меня вот такой здоровый окунь. Это, пожалуй, самый яркий, самый интересный момент, который я пережил во время рыбалки. Восьмой. Какую рыбу вы считаете самой сложной для ловли? Ну, опять же тут, наверное, хариус. Бывают такие моменты, ты летом видишь, хариус стоит, стайка, что бы ты ни кидал туда, ни верховые мушки, ни глубинные мушки,
ни сухие, ни сырые, ни червя, ни опарыша, ни на что он не возьмет. Бывает такое. Самая хитрая рыба это все-таки, наверное, хариус. А так, мне кажется, любая рыба, если она не берет, то ее поймать сложно. Мне кажется так. Девятое. Какие техники ловли рыбы нахлыстом вы можете порекомендовать? Здесь я ничего порекомендовать не могу, потому что, скажу вам честно, нахлыстом я никогда не рыбачил. Ну, во-первых, у меня нет такой снасти. Во-вторых, примерно я видел, примерно знаю, а пробовать не пробовал. Так что ничего порекомендовать я, конечно же, не могу. Десятое. Какие сезоны года наиболее благоприятны для рыбалки? Ну, тут я, наверное, повторюсь. Каждый сезон своя рыбалка. Весной благоприятная это рыбалка на продольнике. Вы сами видели в моих роликах. Проверка ведро. А летом, конечно же, это тоже благоприятные. На спиннинг окуня ловим. Бывает, на хариуса неплохо попадаем. Осенью это продольники, опять же у нас налим, щука. Тоже благоприятное время, осень года. Ну, зимой, да, зимой, конечно же, самое сложное время года, потому что именно в нашем регионе есть такое время, что бесклевие, скажем так, глухозимие. Зимой у нас рыба или спит, или выеживается, но поймать ее очень сложно. Так что наиболее неблагоприятное время это все-таки зима, но ближе к весне или на первый лед, даже и в зимний период можно очень хорошо половить. Как-то вот так. 11. Каковы основные правила безопасности на рыбалке? Ну, основное правило это, конечно же, сухой закон на воде. Вечером, пожалуйста, можно посидеть, рыбацкого хряпнуть, но на воде человек должен быть трезвый. Это основное правило безопасности. Ну, если большая волна, есть риск опрокинуться, конечно же, нужно одевать спасательный жилет. Если тем более ты один находишься на лодке тоже. А так, просто быть резвым и аккуратным. Вот. Так, 12 вопрос. Как подготовиться к рыбалке, выбор снастей, приманок и так далее? Ну, здесь, ну как подготовиться? Опять же, я скажу, каждой рыбалке свои подготовки, свои приспособления. Самое легкое, я считаю, это рыбалка на продольнике. Накопал червей, насадил, закинул, собрал или поймал живцов. Насадил, закинул, собрал. Самое легкое. А в зимней рыбалке уже там сложнее. Надо подобрать мормышки, на которые бывает к мормышке уже подвязать нимфочку или мушку какую-нибудь, чтобы вот соблазнить рыбу, получается, которая выеживается. Так что к хищной рыбе тоже надо подобрать балансирчик, так блесенку, ратлин, там что-нибудь такое. В каждой рыбалке свои приманки. И опять же, повторюсь, все приходит с опытом. 13. Какие стратегии и тактики использовать для ловли крупной рыбы? Ну, здесь я скажу, самое главное, для крупной рыбы нужен крупный подсак, чтобы рыба туда пролезла. Крепкий, хороший, большой подсак. И если нет подсака хорошего, то хороший крючок нужен, чтобы как рыба подошла к лодке там, или с берега, если сразу крючком ее забагрить и вытащить. Ну, только так. Ну, какие могут еще стратегии? Мы всегда стараемся поймать не мелкую рыбу. Мы ловим и стараемся поймать крупную рыбу. А, как правило, крупная рыба попадается очень и очень редко. Но если уж она попалась, да, действительно, надо постараться, чтобы она не ушла. Вот. 14. Какие типы удочек и катушек вы рекомендуете для разных видов рыбы? Ну,
детства мы пользовались уже деревянными удочками, обыкновенными поплавками. Сейчас у нас удочки штекерные, телескопические. Ну, на реке бы с лодки, когда рыбачишь на спиннинг, я бы посоветовал два спиннинга иметь. Один более такой с большим тестом для крупной рыбы и один с мелким для ловли хариуса, там, для ловли окуня. Ну и катушка, как это, безинерционная, другими я не пользовался. Тут как бы хозяин барин, как говорится. Вот. Я, исходя из своего опыта, говорю. Ну и также у меня, конечно же, в лодке даже летом всегда есть длинное удилище, потому что спиннинг спиннингом, а когда возле лодки плесканется хариус или бывает необходимо просто удилище. Так, что мы дальше? 15 вопрос. Какие проблемы или вызовы вы часто сталкиваетесь на рыбалке и как с ними справляетесь? Ну, какие могут быть проблемы? Если ты хорошо подготовился, проблем, по идее, быть не должно. Ну, основная проблема это у нас, конечно, погодные условия. Это если дождь, то значит, у тебя должен быть непромокаемый плащ или пленка, свернутая там в рюкзак, который ты можешь просто взять, укутаться и переждать непогоду. А так что проблема? Ну, конечно же, у тебя должен быть запас еды. Все необходимое. Идешь на 2 часа, бери запас еды на сутки. Идешь на сутки, бери запас еды на двое суток. Всегда еду надо, запасы еды надо брать с запасом. Так же, как и рыбацкий напиток, тоже он всегда должен быть в рюкзаке. Ну, естественно, спички и все такое. Если ты хорошо подготовлен, то никаких проблем быть не должно, даже это если дождь, снег, ветер и все такое. 16. Какие различные методы сохранения и приготовления рыбы вы знаете? Ну, кто смотрел мои ролики, не раз уже видели, как я сохраняю рыбу. Самое лучшее сохранение это если рыба живая. И вот различные сетки есть. Я приспособил для этого барабан от стиральной машины вертикальной. Там, если не плотнячком, рыба сохраняется идеально. И день, и два. Вот на Лима сохранял, я здесь сохранял. Главное, чтобы была циркуляция воды, и все это было не плотненько. Также я спасаю живцов в пластиковых бутылках, 5-30 литровых. Ну а если уже рыба уснула, то, конечно же, сразу надо ее почистить, вытащить жабры, но чешую не убираю, чтобы она сохранила форму. Кишки убрать, подсолить хорошенько, если это теплая погода, и сунуть в прохладное место. Это если где-то есть на берегу ключ, хорошо, если нет, ручей холодный, но если нет того и другого, хотя бы просто закопать землю и закидать ветками, чтобы не попадало прямое солнце. Это летом. Ну, а зимой проще простого. Выкинул на лед, она замерзла. Если, скажем, минус небольшой, по приходу в избу ты просто на, не на снег, а на буранку или на доску какую-то, на лист железа разложил, чтобы все это схватило, замерзло. И потом уже пакеты подвешиваешь, чтобы ни птица не утащила, чтобы воронье, зверье не растаскало. Как-то вот так. Всегда должна быть летом, всегда должна быть соль. Ну и по весне тоже, когда уже 0, -1, +1, тоже рыбу желательно почистить и подсолить. Поехали дальше. 19. Какие изменения в окружающей среде и рыбных местах вы заметили за последние годы? Ну, я сказал, в нашем регионе река Печора это заметно обмелела. Берега рушатся, фарватер не копают, судоходства нет уже лет 30, и река очень и очень обмелела. Естественно, обмелела и сама рыба. Крупную рыбу мы видим только по большой воде. Летом, как правило, крупной рыбы мы видим мало.
Возможно, и по той причине, что река обмелела. Так, в рыбных местах. Ну, нет судоходства. Река начала зарастать растительностью, ил на камнях, то есть благоприятные условия для язя. Очень много язя стало меньше, благородной рыбы хариуса, допустим, сига стало меньше. А язь это как саранча, хищник. Его развелось очень и очень много на Печорах. И его просто надо ловить и давать за него премию, даже сказать. Уничтожать надо как хищника. Вот такие вот изменения. Меньше стало благородной рыбы, больше стало сорной рыбы. 20. Какие новые технологии или гаджеты могут помочь рыболовам в их занятии? Новые технологии или гаджеты. Ну, исходя из моего опыта, я первый гаджет заказал, не знаю, лет, наверное, 15, может быть, уже больше назад. Это был эхолот. Эхолот Практик 6 Pro, наверное, даже. И он мне помогал, по крайней мере, на озере, я когда думал, на озере рыбачишь, и когда думаешь, что рыба не клюет, закинул в лунку эхолот, там посмотрел, оказывается, рыбы-то там нет. И как бы уже, получается, не теряешь время. И опять же, там видишь рыбу, когда играет блесна, приманка, там в зависимости от настроек, там уже исходили. Рыба есть аппетит, нет аппетита. Ну, вот, помогает сохранить время. Ну, а последнее время, конечно же, подводная камера. Сначала китайская была, заказал на Алиэкспрессе, а сейчас у меня, забыл как, Калипсо, да, камера Калипсо, с возможностью видеосъемки. И вы, кто смотрит мой канал, вы сами видели уже, иногда очень удачные кадры, бывает, получается запечатлеть. Проверил, камерой посмотрел, есть рыба, хорошо, начинаешь ловить. Нет рыбы, ну, ищешь, где она есть. Вот только эти гаджеты. Так, 21. Какие способы обмана рыбы вы используете при ловле в вашем регионе? Ну, обман рыбы. Как мы обманываем? Обманываем хариуса на искусственные мушки. У меня очень много друзей, муховязов, так сказать. Ирина Баранова, Александр Мазаев, Василий Чупин. Ой, даже сейчас их не припомню, которые мне отправляли мушки искусственные. Вот с помощью этих искусственных мушек мы и обманываем нашу рыбу. Также и всякие балансиры, твистеры, виброхвосты хищные. Как ты еще по-другому обманешь ее? Обмануть рыбу сложно. 22. Какие изменения в погодных условиях могут повлиять на рыбную ловлю в вашем районе? Тут я скажу, много чего влияет, но исходя из многолетних наблюдений, я скажу, иногда эти изменения не работают. Приметы, бывает так, что вот как-то вот после дождя очень хорошо ловила щука, как-то это не срабатывает. Иногда пасмурную, да, погоду ловится, ну, как правило, взять того же хариуса, если на перекате мы ловим, лучше он все-таки ловится пасмурную погоду и при северном ветре, то есть против течения, когда ветерок, когда такая небольшая рябь идет, он на искусственные приманки берет лучше. Да на любые приманки, на блесну берет лучше. Видать, он менее видит ту же леску, меньше видит эту лодку, не боится. Вот с ветром лучше берет. А так, когда как. Наблюдения многолетние, говорю, не помогают. Не всегда. Никаких закономерностей, скажем там. Бывает ловится, бывает нет. Я даже как-то пытался записывать после каждой рыбалки, какая фаза луны была, какое направление ветра. Ой, вплоть до того, что давление миллиметр ртутного столба, все записывал, пытаясь найти какую-то определенность. Поверьте, я не нашел никакой определенности. Иногда ловится хорошо при этой погоде, другой раз при этой погоде один в один вообще не ловится. И с точностью наоборот. Когда не ловилось, скажем, тогда-то, тогда-то, а там-то, там-то ловилось лучше.
Так что все эти предсказания, когда как работают, приметы, я имею в виду приметы. Вот. 23. Какие сезонные миграции рыбы характерны для вашего региона и как это влияет на ловлю? Сезонные миграции. Ну, весной ясь просто дуром идет. Вот он и его не ловит у нас только ленивый. Кто на сети, мешками ловит, на продольнике ведрами. Очень много язя у нас получается. Зимой на первый лед, если река рано встала, налим хорошо ловится. Хариус, ну, сейчас мало хариуса, но он бывает тоже э, скатывается с лесных речек, когда или что, бывает на перекате появляется, он тоже, видать, идет, мигрирует. Но так, мне кажется, основная миграция, это по большой воде рыба поднимается, вода падает, она сплавляется в глубокие места. Это чисто мое мнение. Может быть, я не прав, не знаю. Вот так, 24. Какие виды рыбы являются наиболее ценными и желанными для рыболовства в вашем районе? Ну, на первом месте, конечно же, это хариус. Пропускаю ценные виды рыбы, это семга, нельма, потому что раньше, лет 30-40 назад, ее было очень много, сейчас очень мало, и вылов этих ценных пород рыбы, как семга и нельма, запрещен. Кто старается, конечно же, ловит, ну, браконьерничает, можно так сказать. Но я это не считаю браконьерством. Наши деды и отцы ловили и ели эту рыбу благородную, и про запас солили. Печора все-таки славилась этой благородной рыбой семганелемой. Сейчас ее единицы. Не знаю. Скорее всего, виновата этом, как говорили, сеть, которую построили в советские времена в устье реки Печора, чтобы эта рыба не могла пройти сюда, а могла пройти там куда, в Норвегию, говорили, или еще куда-то. И вот несколько лет эта сеть стояла, не знаю, может быть, до сих пор стоит. И поштучно, скажем, отпускали Печору, а остальное не пропускали. И считаю, это дурдом. А так, после семги Нельмы, конечно же, это рыба хариус. Сиг еще есть у нас хорошая, благородная рыба. Говорили, что у нас еще раньше таймень был, по крайней мере, приток реки Илыч, которая падает в Печору на Когеле. Последнего тайменя поймали в каких-то 50 или 60 годах. Потом эта рыба исчезла у нас. Может быть, где-то единицы кто-то и ловит, не знаю. Я ее не видел. Вот. 25. Какие методы и приемы позволяют минимизировать вред для экосистемы при рыбной ловле? Методы и приемы минимизировать. Ну, естественно, вред. Вред для экосистемы – это если ты оставляешь за собой мусор, если ты разливаешь горючие смазочные материалы, если ты пользуешься электроудочкой, это, считаю, вред. А если человек следит за собой, следит за порядками, ловит на удочку или там на крючковые снасти, никакой экосистеме вреда он причинить никак не сможет, сколько бы он ни ловил, ведро, флягу, он вреда экосистеме. Надо брать тут выше. Это заводы, фабрики, сточные воды, горюче-смазочные материалы, которые попадают в реку, катастрофы те же, нефть, разливы нефти. Вот это все влияет на экосистему. Но никак не рыбалка, как пытаются впаривать нам со страниц газет и со статей в журналах, ужесточая законы, переравнивая нормальных рыбаков к браконьерам. Вот. Так, 26. Какие аспекты выбора снаряжения и снастей для рыбной ловли в вашем регионе следует учитывать? Ну, похожий вопрос уже был. Про снаряжение снасти мы это пропускаем. 27. Какие традиционные методы ловли рыбы используются в вашем регионе и почему они популярны? Ну, тут какие у нас? Продольники весной традиционные. Мы
испокон веков наши отцы и деды ловили на продольнике весной, летом. Кораблик был на мушку, по крайней мере, отец мой ловил. Острогой и налим мы кололи. Сейчас острога у нас опять же под запретом. Хотя налим хищная рыба, и никакого браконьерства в том, что тем более с острогой ты же видишь, мелкого не колешь, колешь только крупного налима. Почему это приравняли к браконьерству, понятия не имею. Вот. Ну и осенью это, конечно же, традиционные рыболовные сети. Деды, отцы всю жизнь раньше сети не продавались, вязали сами сети и испокон веков кормили рыбой свои семьи, детей, внуков. Как я помню, у нас рыба всегда на столе была, и отец ловил только на сети зимой, весной и осенью. Зимой ловил налима на палке, а весной, летом еще бывало колол налима и ловил на кораблик Хариуса. Вот эти так, методы традиционные как бы были, я так считаю, будут. 28. Какие особенности ведения рыбалки с лодки или с берега важны для успешной ловли в вашем районе? Особенности ведения рыбалки. Ну, я так думаю, этот вопрос тоже можно пропустить, потому что частично в предыдущих вопросах я на этот вопрос уже ответил. 29. Какие виды рыболовных соревнований или мероприятий проводятся в вашем регионе и какие особенности они имеют? Были у нас рыболовные соревнования, проводились, ну, на моей памяти на озере Вад. Последнее уже, наверное, больше 10 лет назад. Вот. Был предприниматель один там, построил дома, проводил соревнования. Потом все это ему запретили, и на этом соревнования у нас закончились. А так было очень интересно, да, за определенное время, кто больше рыбы поймает, кто на время быстрее лунку пробурит. Собиралось очень много народу, кипятили чай, ели уху. Это действительно был большой праздник. К сожалению, почему-то сейчас или некому, или не могут, или просто не хотят проводить такие соревнования. Видать, нет финансирования на эту статью. А так бы, да, было бы неплохо. Пропускаю. Какие аспекты организации рыбалки в компании или с семьей считаются важными в вашем опыте? Аспекты компании или семьей? Ну, здесь я могу сказать точно, что семейные традиции у нас отмечать День рыбака. Это если позволяет погодные условия, если есть возможность, то мы всегда, конечно, собираемся всей семьей и выезжаем на природу. Если получается с ночевкой, если нет, так хотя бы на день. Но это, конечно же, костер, это, конечно же, музыка, это, конечно же, рыбалка, это, конечно же, уха и все в этом роде. Мы с детства видели это, наши родители в день рыбака, второе воскресенье, традиционно второе воскресенье июля выезжали на этот праздник. И в свою очередь, когда уже стали взрослыми и появились свои детки, тоже по возможности стараемся в этот день выехать на природу. Ну, а в компании, ну, по возможности, выходной день, когда у друзей есть возможность выехать на 2-3 дня, или когда есть отпуск, то, конечно же, в компании тоже весело. Это костер, это рыбацкий напиток, это изба, это здорово. Так, поехали дальше. Какие виды рыбной ловли, спиннинг, фидер, мормышка и т.д. пользуются наибольшей популярностью в вашем регионе? Ну, кто как, кто что уважает, скажем так. Многие ловят на фидер. Зимой это мормышка, тоже многие как бы. Летом спиннинг. Ну, каждый ловит на то, снасть, которая ему интересна. Я уже насчет любимых снастей говорил. Это летом спиннинг, зимой мормышка, но в принципе тоже все самое.
33. Какие виды рыболовного туризма или экскурсий являются наиболее популярными в вашем районе? Ну, экскурсии. Ну, чем знаменит наш район, это, конечно же, то, что у нас в нашем районе есть Печора-Иловский заповедник, и есть плато Мань-Пупунер. Заповедник организовывает экскурсии туда. Летом это на коми-лодках, на длинных, на Уралочках. Вот. Зимой это на снегоходах экскурсии. Можно летом полюбоваться природой, половить рыбу. Все это есть в нашем районе. Такая услуга экскурсии, скажем так, в верховье реки нашей Печоры в заповедник. Так, 35. Какие природные условия реки, озера, моря являются основными местами для рыбной ловли в вашем регионе? Реки есть, озера есть, в нашем регионе морей нету. Но есть лесные речки зато. И по-своему они тоже прекрасны. Озер хватает. Это и охота, и рыбалка. Ну, как говорится, было бы желание, а порыбачить и поохотиться в нашем регионе есть где. 36. Какие виды рыбы считаются символом или диковинкой вашего региона и какие особенности их ловли имеются? Ну, тут, в принципе, вопрос повторяется. Символы. Ну, не знаю, символ. Нет у нас символа. Символ у нас района это лось. Символ района. А так, может быть, раньше семга была. Опять же, была раньше. Сейчас ее нет. Ну, конечно же, хариус тоже его стало мало. Так что тут не могу ничего сказать. Какие виды рыболовных аксессуаров или специализированного снаряжения рекомендуются для рыбаков в вашем районе? Ну, мы об этом уже говорили, так что давайте пропустим. Какие советы или практические рекомендации вы можете дать для сохранения рыболовных мест и природной среды? Какие советы? Ну, может быть, кто-то скажет, что надо давать аренду участки. Нет, нет, тут нет. Тут, скорее всего, надо иметь голову на плечах и просто не быть хапугой. И все будет. Рыбы в реке достаточно для всех. И главное сохранять природу, не загрязнять ее и не быть хапугой. И рыбы хватит не до одного поколения. Вот. Какие виды рыболовных обществ или клубов существуют в вашем регионе? Какие преимущества они представляют своим членам? Пропускаем. У нас есть только одно общество. Это рыбохрана, которая может только поймать и наказать. Хотя правила рыболовства не всегда правильные. Скажем, элементарно, размер рыбы. Одно время, да не одно время, а размер, взять того же хариуса, был он всегда 28 сантиметров. Сейчас подняли до 30. Ну, средний хариус у нас, средний хариус это 20, 22, 24 сантиметра. 30 сантиметров поймать это уже редкость в нашем районе, потому что река обмельчала, обмельчал и хариус. А законы придумывают это для того, чтобы пополнить казну штрафами. Я считаю так. А вот щука, та же щука, 30 сантиметров. Вот это такой щуренок, получается 30 сантиметров, его уже ловить можно. Щуку бы я наоборот вот прибавил, скажем, вот 35-40 хотя бы сантиметров. Язь вот там 25 сантиметров. Ну, язь это ладно, язя надо уничтожать. Его там нечего беречь, конечно. Для язя бы вообще никаких размеров не делал. Тут надо головой думать, прежде чем придумывать эти законы. Народ все равно будет ловить. Как мне отец говорил, если Хариус, скажем, вот так он говорил, но у него расстояние это было у меня, скажем, если сантиметров 22 вот так вот, у него, наверное, 25 было. Говорит, с ладони, если есть Хариус, то его берем, если меньше, то отпускаем. Я, в принципе, пользуюсь этим советом и до сих пор. Конечно, если поймает меня рыбинспекция,
с этим хариусом, скажем, даже 22-25 сантиметров, он уже таких вот, ну, достойно хороших размеров, то я, конечно же, получу штраф. Так что будем избегать этого. И, конечно же, отпускать всю рыбу, которая меньше 30 сантиметров. Так. Вот такие у нас рыболовные общества только есть. Больше других не знаю. И последний вопрос. Какие увлекательные и незабываемые моменты, связанные с рыбной ловлей, вы можете вспомнить из своего опыта? Но здесь я могу вам с точностью сказать, что каждая рыбалка – это по-своему праздник. Праздник для души, праздник для живота, как говорится, ну, душевный праздник. Пусть даже ты не поймал ничего, но мы же едем на рыбалку не за рыбой, а действительно на рыбалку, потому что рыбалка – это состояние души, это, ну, это не передать, непередаваемое чувство, это всегда праздник. Вот, ну что, закончили мы наши ответы на вопросы Максима Зайцева. Как получилось, так и ответили. А было ли это интересно? Жду ваших комментариев. Может быть, когда-нибудь придумаем что-нибудь свое. Может быть, какие-нибудь вопросы я услышу от вас и запишу, а потом когда-нибудь на них отвечу. Или отвечу когда-нибудь в лесной избе. Так что не стесняемся, задаем вопросы. По возможности мы будем отвечать на них. Вот. Ну, на этом все. Эту версию посмотрели, а версию Максима можете посмотреть на канале сейчас Фишинг Карелия. Заходите к Максиму в гости и смотрите, какой ролик создал Максим. На этом все. Скоро, очень скоро поедем на рыбалку. Пока еще точно не решил, но планирую на лесную речку. Если получится, ну, с ночевкой это точно, может быть, две. С кем еще не решил. Иван Григорьевич у нас работает. Но у него 2 выходных есть. Возможно, с Григорьевичем. Может, с Серегой. Посмотрим, порешаем. Я приехал только вчера. Пару дней я побуду дома. Все. До свидания. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.